Планировать свой бюджет, грамотно распоряжаться карманными деньгами и в будущем преуспеть в финансовом плане хочет каждый. Но как этому научиться? Ведь в школе такому не учат. Гора новостей в модельной библиотеке номер 32 города Уфы. Здесь проводится проект совместно с 35-й школой по финансовой грамотности, который называется «Детский финансовый конструктор». Кстати, он выиграл во всероссийском конкурсе в сфере развития финансовой грамотности. Проект направлен для школьников от 10 до 11 лет. Всего у учеников будет 10 занятий в течение всего года. Мы попали на второй урок, на котором ребятам помогают с выбором будущей профессии. Расскажи про это мероприятие. Это мероприятие экономический конструктор. Здесь нас должны научить, как правильно обращаться с деньгами и какая работа будет престижнее для нас. Что интересного вы узнали на этом мероприятии? Мы узнали об обнимателях панд. Узнали о том, что директор – это должность, а не профессия. И то, что чтобы стать директором, нужно работать в одной профессии довольно долго и стать лучшим в своем деле. Алиса, а ты знаешь сама, как правильно пользоваться деньгами? Нужно найти такую работу, чтобы можно было обеспечивать себя хотя бы, чтобы можно было жить в квартире, было что покушать и в принципе ничего особо более важного нет. После просмотра анимационного мультфильма о том, как мальчик решает, кем ему стать, наставники с помощью командных игр узнают и разбирают, какие существуют профессии, их плюсы и минусы. Ребята вместе с преподавателем разбирали то, на что действительно нужно тратить деньги, а что совсем неуместно. Тем самым они учились рационально распоряжаться карманными деньгами. Как думаете, какая профессия всегда будет востребована? Один из школьников поделился своим мнением об этом. Как думаешь, какая профессия самая денежная? Я думаю, что это будет строитель, потому что это очень полезная работа, где человек строит какой-нибудь дом, и ему за это деньги приносит, и еще он приносит людям, которые хотят переехать в новый дом. А ты знаешь, как разбогатеть? Я думаю, что не нужно тратить очень много денег на один день. К примеру, нужно экономить их и тратить с умом. И не тратить на какую-то, не на нужную вещь, которую ты, к примеру, там месяц поиграешься, а потом забудешь про нее. Наверное, многие из вас задавались вопросом, как же тратить деньги так, чтобы они быстро не заканчивались. Так вот, этот проект учит нас рационально распоряжаться ими и сохранять их надолго. С участниками также работает психолог, проводит лекции и игры. Кстати, если вы тоже захотите больше узнать о деньгах, то на сайте библиотеки публикуются материалы, занятия и домашние задания. В конце проекта, после успешного прохождения онлайн-тестирования, школьники получат именной сертификат участника проекта в электронной форме. Каждый месяц ребята так собираются и проводят время с пользой. Каждый месяц ребята так собираются, решают задачи, моделируют ситуации и учатся тратить деньги с умом. В будущем такие навыки очень пригодятся. Самира Габидуллина, Равшан Артыков, специально для Горы новостей.